Черное озеро. Казанская Лубянка. Улица Дзержинского, проходящая вдоль парка Черное озеро, с первых лет советской власти известна располагавшимися здесь зданиями НКВД, а затем КГБ и МВД. Утром 1 июня 1998 года двор большого многоквартирного комплекса в Набережных Челнах был полон детей. Только что начались летние каникулы. Счастливые мальчишки и девчонки бегали, катались на качелях, гоняли на велосипедах по двору. Трое подростков стояли возле дома и решали, чем бы еще заняться. И вдруг увидели, как из 5-го подъезда на животе выползает молодой мужчина, оставляя за собой кровавые следы. Человек сумел добраться до скамейки у подъезда и застонал. Любопытные мальчишки сразу же поспешили к нему. Неподалеку припарковался автомобиль кого-то из местных жителей. Водитель вышел из машины и тоже поспешил на место происшествия. Из показаний Марата, 13 лет. Ползущий мужчина был в футболке и трико. На ногах у него обуви не было. Руки и шея были обмотаны скотчем. Мы втроем подошли к нему. Он перевернулся, лежал на спине, ноги положил на скамейку. Он все время переворачивался, дышал тяжело. Мы постояли около него несколько секунд и собрались уходить, так как думали, что он пьяный. Сначала кровь мы не заметили. Когда мы собрались уходить, мужчина сказал: «Вызовите скорую». И тут из-под него вытекла кровь. Образовалась лужа. Он повторял: «Спасите, мне больно, я сейчас умру». Патрульный экипаж приехал очень быстро. 2 сотрудника милиции спросили у пострадавшего номер квартиры, этаж и побежали в подъезд. Третий начал узнавать, сколько нападавших было, в масках или нет, чем ударили. Мужчина еле слышно прошептал, что нападавших было 3 или 4, без масок. Ударили несколько раз по голове гантелью. Дверь в квартиру жертвы нападения была открыта настежь. В комнатах все разбросано. Дверцы шкафов распахнуты, на полу валялись вещи, одежда, книги, открытки, видеокассеты. Бурые подтеки цепочкой шли по всему полу. Здесь же лежала серая металлическая гантель, тоже со следами крови. На кухне валялся шприц, какой-то кассовый чек, молоток. Один из милиционеров поднялся на последний этаж, проверил выход на чердак. Тот был закрыт. Пострадавшего звали Валерий Назаров. Спокойный, скромный, добрый, трудолюбивый, неконфликтный. Так отзывались о нем родные и знакомые. 32-летний мужчина жил в этом доме в Набережных Челнах вместе со своей женой Натальей. Они не так давно поженились и были очень счастливы. Назаров вырос в дружной многодетной семье. После окончания Казанского института уехал в Нижневартовск, работал в нефтегазовой компании. 10 лет он жил в общежитии, работал оператором по добыче нефти. Вскоре в родных Набережных Челнах Валерий познакомился с девушкой Натальей. После свадьбы молодой муж перешел на сменный график работы. Месяц жил в Нижневартовске, месяц дома. Нефтяникам платили хорошо и регулярно, что в кризисные 90-е было большой удачей. Валерий привозил домой около 5000 рублей. Если учесть, что средняя зарплата в России в конце 90-х годов была от 700 до 1000, то доход молодой семьи оказался довольно приличным. В июне Назаров приехал в отпуск и наслаждался отдыхом. Ездил на дачу почти каждый день, навещал родителей. 1 июня около 8 утра мужчина ушел на стоянку за машиной. Валерий всегда отвозил жену на работу, а вечером встречал. Потом они позавтракали. Назаров сказал, что подбросит Наталью и потом из дома никуда выходить не будет, так как ему не здоровится. По дороге они заехали в магазин, купили продукты. Валерий и Наталья всегда созванивались в течение дня. Но когда около полудня женщина набрала домашний номер, муж трубку уже не брал. В это время скорая везла его в больницу. Врачи боролись за жизнь пострадавшего, но раны были страшными. Спасти Валерия Назарова не смогли. В тот же день он скончался. Эксперты обнаружили на теле убитого многочисленные колото-резанные ранения с повреждением легких, сердца и других внутренних органов. К этому добавились обильная кровопотеря и тяжелая черепно-мозговая травма.
Мотив обнаружился сразу. Со слов жены, из квартиры пропала большая сумма денег, около 40 тысяч рублей. Они были обменены на американскую валюту. $6200 100-долларовыми купюрами в обычном целлофановом пакете. Больше грабители ничего не взяли. Ох уж эти домашние тайники. Накопления прятали без особых затей, в зале, в пуфике. Внутри было постельное белье, которое вложили в заветную пачку денег. На самоклеющейся бумажке записывали, сколько взяли на расходы. Деньги молодая семья копила на улучшение жилищных условий. Они собирались обменять двухкомнатную квартиру Натальи на общую трехкомнатную с доплатой. По горячим следам найти убийц не удалось. Поквартирный обход дома результатов не дал. Оперативники прошли 12 подъездов, опросили жильцов 400 квартир. Но посторонних никто не видел, ничего подозрительного не заметили. Отпечатки пальцев в квартире также не дали никаких зацепок. Судя по тому, что грабители взяли только деньги, они точно знали, что ищут. Так обычно работают по наводке. О планах Натальи и Валерия и большой сумме денег знали родственники, догадывались коллеги. Но все в один голос уверяли, что ни с кем посторонним или подозрительным этой информацией не делились. Данное дело я начал расследовать в 1998 году после разбойного нападения и убийства Назарова. Оно было передано из следствия автозаводского ОВД и принято к производству. Проводились все необходимые следственные действия, однако в 1998 году данное дело оставалось нераскрытым. В 70-е годы в Набережных Челнах начался настоящий демографический взрыв. В круговорот строительства гигантского автозавода затягивало людей со всех уголков Советского Союза. В город прибывали десятки тысяч человек. В Челнах, как грибы после дождя, росли жилые микрорайоны, которые и поныне называют комплексами. В середине 80-х годов в Челнах стали возникать преступные группировки. Ими мог похвастаться чуть ли не каждый микрорайон. Со временем среди местечковых банд выявились лидеры. Так, например, крепкие парни из 29-го комплекса создали криминальное сообщество, которое выделялось даже на фоне беспредела 90-х. В городе звучали не просто выстрелы, а автоматные очереди. Так, закапывать заживо и расчленять жертвы для членов банды было обычным делом. Но подъездные разборки явно не вписывались в почерк бандитских группировок, а нападения на квартиры продолжались. Так, 12 февраля 1999 года произошел кровавый разбой в 12-м комплексе. Около часу дня в подъезде жертвой грабителей стал гражданин Абдулвахид Насыров. Нападавшие затащили его в его же квартиру и стали жестоко избивать. Из спальни выскочила гражданская жена Насырова. Один из незнакомцев затолкал ее в спальню, повалил на кровать, связал руки и ноги шнуром от утюга и под угрозой ножа снял золотое кольцо. Из квартиры унесли и другие вещи – электрочайник, кожаную куртку, норковую шапку, зимние ботинки, барсетку и даже игровую приставку Sega. Абдулвахид Насыров скончался, не приходя в сознание от полученных ран. Эксперты насчитали не менее 19 телесных повреждений, многочисленные травмы головы, лица. Завершал кровавую картину открытый перелом черепа. Несмотря на все усилия следственно-оперативной группы, преступный шифр разгадать не удалось. В апреле 1999 года уголовное дело было закрыто. А в июле все того же 1999 года в 30-м комплексе Набережных Челнов обнаружился еще один домашний труп. Сильный неприятный запах шел из квартиры Раисы Мозоль. Соседи вызвали ее сына, который жил отдельно со своей семьей. Он сразу же пошел к матери и стал стучаться в дверь, но никто не открыл. Сын взял у соседей лом и топор и вскрыл деревянную дверь. То, что он увидел в спальне матери, повергло его в шок. Когда выехала опергруппа, вскрыли дверь. Дверь была закрыта на замок. Там был обнаружен труп гражданки Мозоль, пенсионерки, с признаками насильственной смерти. Дверь была закрыта изнутри. Как бы сразу начался отрабатывать круг знакомых, друзей и лиц, которые были вхожи в данную квартиру. Эксперты обнаружили на теле Раисы Мозоль многочисленные ужасные раны, не менее 13 ударов режущим предметом. И вновь основной причиной смерти стал множественный перелом черепа.
Мозоль проживала одна, а комнату сдавала разным людям, в том числе и Бочкарев. Бочкарев там проживал со своей подругой Светланой. Вышли на некого гражданина Бочкарева, который по оперативным учетам являлся наркоман, ранее судимый. И, так скажем, из того окружения, которое нам было известно, был самым основным подозреваемым. Нами была установлена сожительница, которая в тот момент была от него беременна и снимала квартиру, адрес которой она скрывала. Ну, задействовав оперативные службы, мы адрес установили, выставились там в засаду, и примерно через 2-3 недели после совершения преступления Бочкарев был задержан. Биография Дмитрия Бочкарева была совершенно обыкновенной. Родился в многодетной семье, закончил 8 классов, дальше учиться не стал. Поработал слесарем, но недолго, труд оказался тяжелым, а напрягаться парню совсем не хотелось. Еще подростком Дмитрий начал употреблять алкоголь, потом наркотики. Итог оказался предсказуемым. Дурные привычки быстро переросли в криминальные наклонности. Первый раз Бочкарев был осужден за кражу, получил срок с отсрочкой приговора. Потом снова кража, уже реальный срок. Парень отсидел, вышел на волю. Когда Бочкарева задержали по подозрению в убийстве, оказалось, что он в розыске и по другому делу, о краже телевизора и видеомагнитофона из еще одной съемной квартиры. 15 июля 1999 года Бочкарев проснулся поздно. У Мозоль был очередной гость. Выпивали. Раиса Трофимовна позвала Бочкарева посидеть с ними. Он не отказался. Потом дед этот начал наезжать на Мозоль. Мозоль попросил меня его выгнать, я его выгнал. Когда я его выгнал, мы остались с Мозоль вдвоем. У нас еще осталась бутылка, мы ее допили. Мозоль мне начал говорить, что я за квартиру якобы не заплатил. Давай собирай вещи, съезжай, я буду спать сейчас ложиться. Чтобы проснулся, тебя нету. Когда она легла спать, я открыл кладовку возле ванны. На нижней полке лежал топор. Что здесь произошло? В этой комнате все происходило. На этой кровати лежал Мозоль. Ну так вот руки вдоль тела были. Вдоль тела. Вот так вот лежала. Я вот так подошел к Мозоли, она вот так вот лежала. Правой рукой я взял топор, начал наносить ей удар в эту. Медленно покажи, как, куда. Держи вот Сюда так. Держи. После этого, когда Сколько раз? Сколько раз я не помню. После того, как я остановился, она уже лежала вот так вот. Вот так вот. Она еще хрипела, я нанес еще пару ударов вот сюда. Какой частью топора Вот конкретно? этой частью топора острая. Сюда нанес. После этого я накрыл... Сколько ударов? 2 удара в эту область. После этого я накрыл ее подушкой. Потом Бочкарев покидал в пакет свои вещи, хозяйский телевизор завернул в простыню, не забыв прихватить пульт. Еще он взял двухкассетный магнитофон и 2 хрустальные салатницы. Потом убийца вызвал такси. Ключи от квартиры Мозоль он выкинул по дороге. Телевизор Бочкарев продал за 2700 рублей. Просил 3000, но пульт оказался сломанным. Чужая загубленная жизнь в этом ценнике не упоминалась. Но она оказалась не единственной. Бочкарев поставил на обратную перемотку свой личный фильм ужасов, в котором всплыли и другие кошмарные эпизоды. Он начал давать признательные показания. 29 мая 1998 года на этой квартире я совершил грабеж и убийство. Здесь стал диван. Бочкарев с подельниками Константиновым и Сухоплюевым вооружились ножом, газовым пистолетом, переделанным под боевой, гантелями. 1 июня утром грабители дождались, когда Назаров вернется домой. Убедились, что он не выходит, потом отогнали свою машину подальше и вошли в 5-й подъезд. Давая показания о совершении преступления, он указал на своих подельников, которые участвовали при совершении разбойного нападения. Это Константинов некий и Сухоплюев. Константинов. В это время он сидел в ВВС за другое преступление, которое ему не было доказано, и в момент выхода за дверь на него сразу надели наручники, привезли его в отдел. Через полчаса он уже давал признательные показания. Из показаний Айдара Константинова.
Мы позвонили в дверь квартиры. Мужской голос спросил, кто там. Сухоплюев сказал, что привез документы для жены. Назаров открыл дверь. Сухоплюев нанес ему удар рукояткой пистолета в челюсть. Назаров упал и потерял сознание. Сухоплюев и Бочкарев занесли Назарова в квартиру и положили на пол в зале. Я закрыл двери. Начали искать деньги в спальне и в зале. Когда он стал приходить в себя, Володя стал его бить гирей по башке. Затем он опять отключился, они его связали скотчем. Затем он сказал, что я скажу, где деньги, только не убивайте. Но Дима нашел деньги вперед его, пока он говорил, что я скажу. Затем Володя сказал то, что так нельзя оставлять, он нас потом сдаст. Дима держал его, я стоял возле двери. Из показаний Дмитрия Бочкарева на следственном эксперименте. Я нанес ему удар рукояткой пистолета по голове и в область темечка. Я взял гантели и нанес ему по 5 ударов каждый в височную область. Ножом я нанес 2 удара в область сердца спереди и 2 удара сзади на уровне сердца. Найденные деньги, $6200 $100 купюрами, грабители поделили поровну. То, что должно было стать фундаментом светлого будущего молодой семьи, пошло на новые порции героина. В отношении Сухоплюева дело было выделено в отдельное производство в связи с розыском, потому что к моменту, когда данные лица были задержаны, он уже понимал, что идут по пятам, и скрылся. Еще одним страшным преступлением, на которое пролил свет Бочкарев, стало убийство Абдулвахида Насырова 12 февраля 1999 года. Приезжий из Азербайджана продавал героин. Во время беседы он сказал, что собирается съездить к себе на родину. Билет очень дорогой, и он копит деньги на дорогу. У Бочкарева тут же возник преступный план, и через несколько дней снова пришел за наркотиками. Я выключил в щитке счетчик электричества, подождал возле двери, подъезд, когда он вышел. Кто это? Насыров. Я как будто приехал, мы с ним курили между первым и вторым этажом. Потом решил пройти в квартиру. Когда заходили в квартиру, я нанес ему удар по голове дубинкой, заднюю часть головы. Он падал когда? Я нанес ему еще 2 удара сюда вот. Он упал, да, вот так вот он упал. Когда он упал с этой комнаты, вышла женщина, я сразу направил на нее ствол, говорю, встань, я сразу ее ударил в это место. Она как бы вот так вот, вот так как-то повернулась. Я сразу ее взял, так, Пока от стены. положил ее на кровать, вот здесь кровать стояла. Сделал ей руки за спину, связал ей руки, здесь и здесь ноги шнуром от утюга. Где взял утюг? Вот здесь где-то в комнате, уж не помню точно, где взял. На голову положил подушку сюда. Все, сам пошел по квартире. Везде искал, то тут поищу, туда подойду, на Сыву подойду. Ударил по голове, там, выпытывал, где у него все спрятано, он не говорил ничего. Нашел я только у него в кармане 2 килограмма героина. В шкафу лежал барсет, там были деньги. После этого я опять подошел к нему. Я взял ему руки за спину, сделал. Руки за спину. Зачем? Связал их то ли шнуром, то ли веревкой, точно уже не могу вспомнить. Связал их, попинал ему в эти места еще. Куда конкретно попинал? Вот сюда, в почки, в правую, в левую почку. Потом пяткой в грудь ударил сюда. Еще несколько ударов сделал по голове. После этого я пошел на кухню взял чайник Мулинекс. После этого я вышел с квартиры и закрыл дверь. Бочкарев как бы был инициатором всех вот этих вот налетов. Он заклеивал кассовым чеком дверной глазок у соседней квартиры. То есть он уже более-менее профессионально действовал на месте происшествия. А остальные уж, так скажем, выполняли его поручения. Хотя достаточно активно. По крайней мере, вот Сухоплюев, когда в квартиру ворвался, первым ударил Назарова, он сбил с ног. Ну и потом 5 ударов ножом в сердце человеку. Это тоже нанести нужно иметь, так скажем,
зверские какие-то черты характера. 13 января 2000 года судебная коллегия Верховного суда Татарстана приговорила Дмитрия Бочкарева к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима с конфискацией имущества. Нас всех поразило его выражение. Вот он говорит: что вы мне тут судите? Ну вот в таком жаргонном поведении уголовника такого. Я красиво пожил, а вы тут типа вот сейчас меня осудите и пойдете домой там щи хлебать. Вот. И когда мы удалили совещательную комнату, вот, заседательницы сказали ему: вот ляжем поперек двери, в совещательную комнату не выйдем, пока не вынесем ему наказание в виде расстрела. Он поразил своим бездушием, вот, настолько вот, легкостью вот, к этим трупам, как он все это рассказывал. Вот это сильно поразило, конечно. Но поскольку тогда уже был мораторий введен на применение смертной казни, и руководствуясь законом, максимально, что мы могли ему сделать, это вот назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы. Айдар Константинов получил 9 лет с конфискацией. Решением суда ему было назначено принудительное лечение от наркомании. Сухоплюев, он был в федеральном розыске, причем 12 лет находился в бегах. И его нашли там, где он родился, в Пермском крае, в соседней деревне. Он там жил с женой. А жена его была как раз вот родной сестрой Бочкарева, с которым они совершили это преступление. Он был задержан там, привезен сюда, в Казань, вину свою полностью отрицал. Для того, чтобы его изобличить, были необходимы доказательства, которые мы исследовали в судебном заседании. Для этого из Соль-Илецкой колонии знаменитый «Черный дельфин» я этапировал подельника Бочкарева, который полностью рассказал, как было дело, как он держал ноги потерпевшего Назарова, а Сухоплюев в это время наносил удары ножом в сердце потерпевшего. Владимира Сухоплюева осудили в феврале 2010 года. Свою вину он не признал. Но Верховный суд Татарстана посчитал его участие в нападении на Назарова доказанным и приговорил к 15 годам лишения свободы. Бочкарев отбывает наказание в колонии «Черный дельфин» для пожизненно осужденных, которая известна особо жесткими правилами содержания. И там совсем другие представления о красивой жизни. Мы живем красиво, как говорил Бочкарев. Но когда я его из «Черного дельфина» этапировал, он, конечно, представлял собой очень жалкое зрелище. Кандалы на нем смотрелись тоже устрашающие. Поэтому все, кто были в зале, так притихли в этот момент, когда его завели. Как будто бы человек с того света приехал. Выпрямились.